Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Что вот в тезисах предлагает правительство? Вот если можно, я начну. Очень много говорится насчет перепадных. Это уже несколько месяцев. Экономим время, сразу конкретика. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Сегодня мы говорим о наболевшем, о энергокризисе, который у нас уже больше года идет, и о путях его выхода мы так и ничего не услышали. Вот на этой неделе состоялся прямой эфир с участием и оппозиции, и правительства, однако, в общем-то, никто ничего не понял. Как же все-таки выйти из этого тупика? И сегодня мы, в общем-то, будем говорить об этом и не споря, не крича, будем выяснять все-таки, есть ли какой-то выход из этого кризиса. И сегодня у нас в гостях депутаты парламента Алхаз Джинджоли и Александр Цишва. Алхаз, у правительства, вот как я знаю, есть своя дорожная карта по выходу из кризиса. И единственное, что я понял вот в контексте вот этих споров, что и у парламента тоже есть своя дорожная карта, но при этом мы как бы не очень знаем, какая дорожная карта у правительства. Чем отличается вот ваша дорожная карта от дорожной карты, которую представило правительство? Ну, я бы уточнил, во-первых, добрый вечер, извините. Уточнил бы, дорожная карта правительства появилась несколько месяцев назад. Мы с ней ознакомились, не стали ее там публиковать, потому что сперва хотелось с ними обсудить, с разработчиками. Время шло, как-то не получалось встретиться там, по разным причинам, объективным, субъективным, сейчас не суть важно. Но так как время шло, кризис никуда не девался, только, сами видите, он в какой-то степени усугубляется зимой. Сели и разработали свое мнение, перенесли на бумагу в виде программ там, и так далее, и так далее. Потом прошло несколько эфиров, мы все тоже в обещаниях, сейчас мы презентуем, как-то пауза затянулась, мягко говоря. Вот сегодня должен был состояться комитет, ввиду там, проведения внеочередной сессии, после нее комитет тоже был по объективным причинам отменен. Потом сели, подумали, мы-то как-то, чиновники, депутаты, как-то объяснимся, как-то поспорим. Населению хотелось бы презентовать. Уже наконец-то начать это обсуждение, пускай назовем его общественным, пока еще не кабинетным, теперь как получается. Если попадем под огонь критики за это, готовы ее выслушать. Что касается парламента, даже, опять-таки, извиняюсь перед своими коллегами, уже озвучим хоть таким образом, будет предмет обсуждения, прийти обсудить в стенах парламента никогда не поздно, как говорится. Время просто идет, комитеты мы не можем никак провести по разным причинам, повторюсь. Да, подбирается дата наших перевыборов, и хочется, чтобы в этом вопросе при нашем созыве какая-то определенность все-таки появилась. Вот почему. В чем все-таки суть вашей дорожной карты? Добрый вечер всем. Естественно, прежде чем она сформировалась, дорожная карта в стенах парламента, естественно, мы неоднократно совместно с депутатами, с нашими коллегами на базе комитета проводили очень много встреч непосредственно с руководителем Черноморэнерго. Просто вот как-то в последнее время мы тоже планировали встретиться с вице-премьером и министром экономики, но по ряду реальных там обстоятельств, просто с выездом, находясь там в командировке, не получилось как бы обсудить. Прежде всего, еще раз сформировалась наша дорожная карта. Естественно, после постоянных общений с Черноморэнерго о текущих проблемах, которые сегодня существуют в энергетической отрасли Абхазии, мы официально направили письмо, я, Алхаз Джинджоли, там еще ряд депутатов, о том, чтобы как бы понять их видение, допустим, в ближайшей перспективе необходимые меры для
для поддержания энергетической отрасли Республики Абхазия. Естественно, к нам пришло официальное письмо, где было расписано необходимые меры, там, допустим, на ближайший текущий год, где было расписано подробно, где была необходимость, ну, там были расписаны, там, допустим, касаемо оборудования, касаемо приборов учета, где очень четко расписано, ну, скажу, не долгосрочная, а краткосрочная перспектива. И, исходя из этого документа, естественно, там вот с коллегами ряда там депутатов, где мы собрались и еще дополнили, приложили, значит, ну, к работе и сформировали свою дорожную карту. Но, в принципе, в чем разница? Та дорожная карта, которая нам поступила от правительства, естественно, она была согласовано с Министерством экономики, где на межправкомиссии была определена дорожная карта выхода нашей энергетической отрасли из кризиса. Естественно, там есть очень многие положения, которые мы, естественно, обсуждали со своими коллегами. И какие-то части мы согласились, в какой-то части мы, естественно, внесли. И вот как сегодня мы планировали вообще провести заседание комитета расширенное, причем, да, с привлечением там широкого круга лиц, это и Министерство экономики, и вице-премьера Кристину Константинову, руководители Черноморэнерго, представителей там, ну, энергосбыта и так далее. И как бы, чтобы это не выглядело в том, что только заниматься, допустим, критикой, да, а реально обсудить предложение, которое мы хотели бы, эту дорожную карту послушать, представленную руководством страны, а потом, естественно, свое. И в итоге как бы в таком рабочем, позитивном моменте определить основные направления и прийти. Я думаю, что там в определенных мы даже можем, если, вот, честно говоря, чтобы более населению было понятно, и если возможно, вот, и пользуясь вашим эфиром, мы можем прям по статье начать, допустим, то, что нам предложено в карте, которая предложена Министерством экономики, и, ну, естественно, и у Алхаса документ такой же есть, который, где мы еще там... Ну, давайте в более упрощенной, понятной форме все-таки это сделаем. Что вот в тезисах предлагает правительство? И с чем вы, по каким пунктам вы не согласны? Ну, там, вот если по тезисам брать, то там в пунктах, допустим, там расчет по тарифу, методология, это все как бы мы согласны. В одном из пунктов, где вот опять же идет изменение закона, да, там об электроэнергетике, мы с этим не согласны, как бы для привлечения. Мы считаем, что есть, мы можем еще ряд предложений внести, где мы, возможно, что с привлечением инвесторов, скажем, более и даже местного, да, там изменения определенных моментов, где мы можем с собственными и силами, и с привлечениями сделать так, чтобы эта дорожная карта очень успешно работала. То есть сейчас речь идет о том, что нам нужны дополнительные ресурсы, дополнительная генерация. Об этом речь идет, я так понял, все-таки в этом документе тоже. Не только генерация, но и средства. Да, средства. Но генерацию мы откуда будем получать? За счет вот, как бы, восстановления перепадных ГЭС? Или это будет генерация, которая будет поставляться нам как бы из России? Давайте мы так, если можно, я начну. Там, да. Если так, то сейчас мы как бы в комплексе подходим не только говорить о генерации. Если на сегодняшний день у нас настолько динамический рост идет потребление электроэнергетики, что возможно, что мы столкнемся вот в зимний период с очень серьезными проблемами. Единственный сегодня выход у наших энергетиков — это реально только верное отключение, как бы сэкономить, чтобы хотя бы как бы до конца года потребить. Хотя вы знаете, что максимальное потребление, допустим, максимальное даже за все годы, да, это было около 2 миллиардов киловатт-часов. Ну, это максимальное я беру. А сегодня мы потребили практически свыше более 3 миллиардов киловатт-часов. Ну, сейчас по цифре могу чуть ошибиться, плюс-минус. Ну, да. И, конечно, это очень колоссальная нагрузка идут на сети. Естественно, сегодня даже вот мы смотрели по этот уровень воды в этот водохранилище, она практически упала на 422 метра. Практически еще 2 метра осталось, и Ингрогес может остановить свою работу. И поэтому обычно к декабрю обычно запас воды должен быть максимальный для того, чтобы как бы мы в пик, вот особенно такие периоды возникали в марте месяце.
Но в целом здесь мы предлагаем общий подход. Мы о перепадных отдельно скажем, естественно, но общий подход. Прежде всего, конечно, сейчас руководство страны ведет переговоры о перетоке, потому что возможно, что мы станем серьезной проблемой, и нам надо будет решать вопрос о перетоке с Российской Федерации. Естественно, здесь тоже много вопросов возникает, потому что по перетоку еще, скажем, этого года и конец декабря месяца 2020 года, там у нас порядка около 2 миллиарда 750 миллионов. Ну, где-то... Это долг или... Долг. Это долг, хотя сейчас... Я слушал министра экономики, она сказала, что это как бы, мы за это платить не будем. Не, ну знаете как... Это бумага, счет, который пока нам не представили. Ну, возможно и такой вариант, потому что я, насколько знаю, даже за те периоды и года, которые у нас были там иногда проблемы даже с перетоком, но самую максимальную оплату мы проводили за счет инвестпрограммы, это 600 миллионов. Было так, где-то от 150 до 300 доходило. Это такой самый критический. Один раз было, где пришлось платить где-то 600 миллионов. И то это деньги вычитались с инвестпрограммы для покрытия перетока с Российской Федерацией. Мы дорожные карты почему говорим о том, что там есть ряд расчетов, там методология, потом тарифы для населения. Допустим, в нашей программе там есть, где мы считаем, что пока физическим лицам, которые оплачивают там, ну я сейчас приблизительно, мы очень долго можем говорить, мы считаем, что пока повышать не нужно. Потом по поводу потребления, вот очень много говорят о том, что, допустим, майнинг, ну мы видим, что ситуация с добычей криптовалюты и майнинг, которая оказывает колоссальные нагрузки на сеть, что практически получается, что пущено на самотек, да, ну, скажем так, мягко, да. И мы тоже предлагали, опять же, это было это предложение депутатов, чтобы найти, допустим, в процессе переговоров, чтобы с российской стороны по коммерческому тарифу определить площадки, где могли бы сделать технопарк для всех потребителей, допустим, криптовалюты майнинга, чтобы мы не оказывали колоссальные нагрузки на наши сети. Поэтому, естественно, мы вот сегодня хотели и послушать вот этот, и представить и свою дорожную карту, естественно, и то, которая пришла к нам в парламент. И путем вот такого рабочего дискуссии, диалога прийти к общему, я думаю, что мы бы как раз бы очень нашли бы многие точки взаимопонимания. Я думаю, что, надеюсь, сейчас, может быть, в эфире столько времени не будет подробно, но мы вас пригласим, когда это на той неделе, надеюсь, если так Бог даст, что будет все нормально, мы более подробно, прям по пунктам расскажем наше видение. Хорошо, Алхас. Очень много говорится насчет перепадных. Это уже несколько месяцев идет дискуссия по поводу передачи, то ли в аренду передачи, то ли приватизации. Не очень понятно. Там есть 3 конторы, которые оспаривают, 3 фирмы, которые претендуют на вот эти перепадные. Я бы хотел вообще выяснить, какова ситуация вот с этими. Что депутатам известно по этому поводу? Можно отвечу тебе вообще по-другому? Да. Давай, учитывая, что скоро свет выключат и надо торопиться, перейдем к обсуждению нашей дорожной карты, потому что ответ на этот вопрос отчасти лежит и здесь. Хорошо, Позволишь? Да. Саша, ты не против? Экономим время, сразу конкретика. Дорожную карту взяли за основу, предложенную Минэком, и просто пошли по пути. С этим пунктом согласны, не согласны. Не согласен, предложил. Там программа разбита на 3 таких основных главы, так скажем. В первой идет чисто техническая такая история, что надо разработать методы выведения вот этого тарифа. Это тоже целая технология. Там нормативы потребления и так далее, Мы начали немножко с другого. Первым пунктом идет разработка утверждения концепции развития энергоотрасли на 10 лет. Второй пункт – утверждение программы развития на 5 лет. Почему это вынесено в разные пункты? Потому что это разного уровня документы, стратегическое планирование, не характерное для нашей экономики вообще и управления государством в целом, к сожалению. Это с послевоенного периода попытаемся вынести вообще в первые пункты. Потому что, возможно, придется ставить вопрос о новых генерациях, возможно, о новых вообще способах добывания энергии. Там те же газотурбинные станции, о которых вот сейчас недавно сообщалось по телевизору. Прекрасно, если получится же. Солнечный там, и так далее, и так далее. Это же все надо как-то спланировать. Весь мир уже где-то там впереди, мы только к планированию приступаем.
Да, не раз говорил, все, что идет со словом «единственный», это уже представляет потенциальную угрозу, ну, в масштабах государства же говорим. То есть вот разработка двух вытекающих одна из другой концепций. Второй вопрос. Мы считаем, что необходимо давно уже, и сегодня это крайне необходимо, сформировать оперативный штаб при президенте по выведению энергоотрасли из кризисной ситуации с участием, естественно, представителей президента, группы депутатов, Минэко, группа самого Черноморэнерго, ну и силовиков. Когда над ведомствами вынуждена создана структура, позволяющая оперативно вырабатывать единую стратегию, срочно принимать необходимые. Предлагали вообще президенту? Ну, мы же озвучивали, ну хорошо, перейдем от озвучивания к делу. Есть пункт, вот письмо накидали от депутатов, от парламента. Реакция? Я пока только презентую. Пока. Смысл письма не буду повторять, фактически призыв создать этот штаб немедленно. Пошли дальше. Разработать, ну, вот, согласны с пунктом, оставили разработка, утверждение методологии расчета и применения тарифов на электроэнергию. Нужно, да, нужно, потому что все методы уже устарели. Потому что используются нормативы подсчетов советских времен. Как-то жизнь изменилась. А сейчас есть какой-нибудь подсчет? Да, есть. Какой у нас? Ну, сейчас не хочу за них отвечать. Пока высчитан тариф средний в районе 2 рублей. Думаю, что вывалится в большую сумму. Средний, это ты что понимал, есть, значит, нижний предел и верхний предел. То есть, когда мы говорим о возможной стоимости киловатта 2 рубля для потребителей, это не факт, что для всех он будет 2 рубля. Для коммерческих организаций он может быть и 3, и 4. Как бы. Не лезу вперед, согласен с пунктом, хорошо, надо разработать методологию. Утверждение расчета нормативов потребления электроэнергии. Здесь не в цене дело, а в том, например, сколько там домовладение или фирма может иметь право потреблять энергии. Все, что выше, значит, будет облагаться, естественно, другой ценой. Дальше. Расчет и утверждение нормативов потребления электроэнергии, в скобках мощности, физлицами, не имеющими приборов учета электроэнергии, в том числе исходя из среднемесячного электропотребления. Но это в основном в сельской местности. Да, то есть там фиксированный тариф. На разных территориях, разные ситуации, то есть подойти, чтобы точечно, все, не пытаюсь даже расшифровать, специалисты расшифруют. Согласны мы с пунктом, все, согласны, подписываемся. Разработка и утверждение плана по доведению тарифов на электроэнергию, утвержденных выше, в Республике Абхазия до экономически обоснованного уровня. Вот здесь уже начинаются различия. Если разработал тариф, вывел стоимость, должен применить, значит, его к потребителю. В конкурентной, так скажу, программе имеется в виду как можно скорейшее повышение тарифа имеется в виду. А я не считаю, как тем более глава социального комитета, что сегодня с 40 копеек перескочить на 2 рубля, даже если бы у нас стояли бы у всех поголовно приборы учета, эта мера, мягко говоря, не вызовет радости у населения. От собираемости. Да, все наши... собираемости это. Ну, вот на 2 увеличили. Вот сейчас говорят, у нас низкие темпы собираемости. Нам бы 40 сперва собрать для начала, а повысить в 5 раз скачкообразно, даже если мы пойдем по плану поэтапному, я бы здесь, конечно, мораторий определенный, пометка, кроме физлиц. Оставим население в покое, есть что упорядочивать. Пока будем налаживать систему учета, можно и 40 копеек потерпеть, хватит этого тоже. Главное повысить собираемость. Почему хватит позже. А есть какая-то у нас градация? Вот столько-то физические лица потребляют, а столько-то юридические лица? Есть, но сейчас не могу точно тебе сказать. Из 100 почти 1000, там сколько физиков, потребителей. Сейчас не хочу в цифрах путать, но подавляющее большинство, конечно, физлица, естественно. Следующий пункт. Расчет утверждения тарифов на электроэнергию, доведение ее до экономически обоснованного уровня в соответствии с планом развития энергоотрасли до 2027 года, то есть на 5 лет. Кроме физлиц. Для физлиц вопрос изменения тарифов рассматривает помарка уже наш. Не раньше 2026 года. То есть сперва наладим систему учета, приведем ее в современный вид, потом только можно говорить с людьми.
о повышении. В тех странах постсоветских... Небольшой срок, но все-таки 5 лет. Хватает, поверьте. Верить в себя надо, в свои силы. В тех странах, где пошли по этому пути, все пошли практически. Советские, помните, да, расценки и капиталистическая реальность в разы, когда все подорожало, не было скачков. А там, где было, были митинги, всякие неприятности. Поэтапно, с применением и силовых, как это, кнута и пряников, шли медленно к этому. Не нужно революции здесь эволюционировать в этом понимании. И все наши красивые слова, что мы понимаем, да, мы будем платить, разобьются об счет стоимостью в 5 раз больше предъявленного ранее, это тем, кто платил, а кто-то вообще не платил, очень будут расстроены. Потом еще, разрабатывая такие моменты, еще можно ведь ввести такую шкалу, назову ее тарифов. Вот тебе рассчитали, как здесь написано, что вот этот дом может потреблять, там, скажем, 10 киловатт. Ну, платишь там 40 копеек. Вот не помещаешься, включил там печки и так далее. Немножко дисциплинировать самих себя, конечно, придется. Но вот у тебя вышло 15, допустим. Ну, за вот этот излишек, извини, дружище, ну ты плати там, допустим, рубль, скажем. Хорошо, тебе и этого не хватило, у тебя там, я не знаю, и майнинг стоит, что греха таит, нередкое явление теперь стало в домах, и у тебя там 40 потребления. Тогда все, что выше, сделать драконовскую тогда стоимость. Объясню потом, почему сейчас дойдем. То есть градация, чтобы была, я думаю, это справедливо по отношению к человеку. 10 киловатт, это сейчас условно цифру называю, может она выше будет. Этого хватает, чтобы отопить твой дом, сейчас в конце концов какие-то бытовые человеческие условия соблюдать. А все, что выше, здесь уже же понятно, дома не у всех там предприятий и так далее. Майнинг обычный стоит. Либо мы просто не экономим, что тоже один. Пошли дальше. Я не очень быстро успеваю. Вторая глава про дорожные карты, которая у Саши в руках, посвящена практически полностью майнингу. Там вопрос до легализации, его так назову, оформления кредитов для майнинга, регулирование, в общем, полное. Непонятно только на каких мощностях, ну непонятно, я не критикую, вот задаю спокойный вопрос, придут, наверное, разъяснят. Если майнинг остается в сетях Черноморэнерго, как мы будем его вытягивать, плюс наши расходы. Что правительство, Саша, предлагает по майнингу? Для сравнения скажи, потом я по этой пойду, просто чтобы сравнительно понятно. Да, вот в пункте 2.1.1 разработка утверждения порядка взаимодействия энергоснабжающей организации потребителя, имеющей оборудование для майнинга. Значит, здесь постановлением Кабинета Министров они хотят утвердить порядок взаимодействия энергоснабжающей организации потребителя, имеющей оборудование для коммерческих вычислений, предусматривает полномочия энергоснабжающей организации по технологическому присоединению к электрическим сетям Республики Абхазия и сбыта электрической энергии потребителям, имеющим оборудование для майнинга. Порядок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям Республики Абхазия, оборудование для майнинга, в том числе порядок расчета размера оплаты за технологическое присоединение, обязанность потребителей, имеющих оборудование для майнинга, обеспечить отдельный учет электрической энергии. Я не понял, вот этот майнинг, они будут создавать отдельные площадки или вот как они сейчас работают, нелегально так просто легализовать? Не, они тоже предлагают, чтобы здесь предложить отдельные площадки, но только это будет, как они предлагают, к единому оператору, значит, наших сетей. А мы чуть предлагаем... То есть принцип в чем? Сейчас даже не хочу, некорректно может комментировать в их отсутствии, как бы. Согласны с идеей технопарков. Сперва признаем, что борьба с майнингом – это бесполезное явление. При такой стоимости мы это уже не остановим. Лучше это легализовать правильно и получать с этого дивиденды. Единственное условие надо соблюсти. Не в сетях Черноморэнерго. Ну хорошо, правильно решили создавать технопарк. Созданы исключительно на государственные деньги привлеченные суммы. Никаких долевиков. Никаких, вот я вам помогу, вы мне за это часть мощности, не используя майнерские деньги. Мы, абхазцы же как, лучше равные условия, даже в стадии еще разработки, даже не старта реализации проекта.
энергия, вернее, приходит из-за рубежа, площадка наша. То есть речь идет о той, которая там поставят на российско-абхазской границе, на нашей стороне, площадку создают в Сандрипше? Ну, допустим, есть линия, по которой можно. Если российская сторона поможет, по коммерческой цене им тоже выгодно, продает хорошо по-коммерчески, переток постоянный, за который платят люди, заинтересованные в майнинге. Мощности можно просчитать, то есть по такому принципу можно добавлять эту мощность сколько угодно. Вот взяли, допустим, там 150 мегаватт пилотный проект там, или меньше, неважно. Это организовывать будет Я считаю, частная контора какая-то или исключительно РУП Черноморэнерго будет своими руками, либо там создаст дочерний филиал какой-то. Нет, это идея твоя или правительство говорит, РУП Черноморэнерго будет создавать площадку? Надеюсь, что там РУП Черноморэнерго. Поскольку выгодополучателем от него должен... деньги, там государства нет. Мы же поэтому уточняем, хотим быть честны со всеми. Мы же понимаем, что это РУП тоже не соседнего государства. Это наш РУП, который должен на плаву оставаться и выполнять. Хорошо. Не, ну вот можно дополнить, к чему говорю. Возможно, что о чем вы говорите, да, для этого нужны деньги, но для этого можно взять, допустим, кредит, но потом распределить те, которые, если будут заниматься, допустим, государственное предприятие РУП Черноморэнерго, естественно, потом для как те добытчики, те, кто занимается добычей криптовалюты, майнингом, они, естественно, потом будут платить за электрическую энергию, налоги. Тогда, но это можно, опять же, рассматривать, но тем не менее, это может все покрыть. Поэтому выход всегда есть, просто надо опять же рассчитывать. Но может возникнуть ситуация такая, что вот мы организовали, там власти организовали там площадку, где будут заниматься майнингом, и потом под эту площадку завезут, наверное, у нас же каждый там приближенный там, к чему-то, он собирается, если видеть, тем более выгодное дело, заработать и думать, что я кого-то буду поставлю свои майнинги. А вот эти в деревнях, у которых 3-5 майнинга, какая у них мотивация будет отвести майнинг на эту площадку, платить там 3,5 или сколько-то вот, там за этот майнинг? Вот теперь вспомним то, что говорил выше, тарифом сыграть. Тарифом у всех же зашкаливают нормы потребления. Вернемся к этому. Хорошо, мы всех, допустим, не выявим. Кто-то спрятал под кроватью там свои 2 машинки, и он в рамках потребления находится. Ну хорошо, не начав путь, ничего не сделаешь. Просто тут принципиально понять в другом, сейчас не об этом надо думать. Бесполезную борьбу прекратить, переключиться на понимание, оседлание, что ли, этого процесса. Ключевые моменты: открытость процесса, государственно его регулировать, выгодополучатель, РУП Черноморэнерго, госструктура, которая работает по этому проекту условно в открытом режиме. Все считается, счетчики ставятся, приборы учета крупные. Можно же считать, сколько вошло в этот технопарк, сколько выручки. Все у нас сейчас то вирусологи, то майнеры, мы же все так, сейчас и энергетиком вот я стал. Мы же все разбираемся в этом. Легко высчитать примерную прибыль, где нас дурят, если это произойдет. Не верю, конечно, честно будут делаться. Все будет видно и потребителю. В итоге цена там будет примерно, я считаю, коммерчески вполне обоснованная, чем тебя будут ловить, как-то гнобить там силовики. То, что касается общих сетей, там надо, конечно, уже нажать и людей в никуда выгонять, там, везите в раз. Вот тебе дают альтернативу. Слушайте, людям альтернативу дашь, у нас люди все поймут, и, я уверен, придут сами. Легализуется весь майнинг, он выпадет просто с общей сети, если ты его там не терроризуешь. Я против введения налогов, например, на эту деятельность. И это предмет обсуждения. Мы как бы тогда на цене за электроэнергию все будут довольны. Суммы, которые там могут освободиться, вот просто посчитали, если, допустим, загрузить 50 мегаватт, рубль разницы условно, примерно о такой марже шли переговоры вот по технопарку. Тогда РУП может получить в год порядка 250 миллионов рублей. То есть это фактически за год, вернув кредит, даже можно. Чистых денег государство может получить. Да.
Ясно. Но это речь идет об энергии, использовании российской энергии, которая будет заходить, которая будет какие еще альтернативы? Да, и использовать. Россияне, перебью, извини, пожалуйста, для них тоже, чтобы мы не думали, что мы обузу создаем. Ты покупаешь по коммерческой цене. Вполне, то есть им тоже выгодно понятно, зарабатывать. Это бизнес. Но вот что касается, все равно дефицит у нас электроэнергии существует. И от этого дефицита нам некуда деться. У нас есть перепадные ГЭС, которые, в общем-то... Вот он спешит всегда. Да, но мне... ты же не дал нам пройти дальше. Ну давайте дальше. Почему тебя все время ограничиваю? Перепадные – это только часть проблемы. Не надо ее ставить локомотивом. Система, энергосистема, она гораздо больше, чем перепадные. Перепадные, если их восстановить, по нашему у нас еще мнению, это же плюс, просто будет плюс, там определенное количество мегаватт, а не деньгами от майнинга, которыми нам будут платить. Понимаете, в чем разница? Речь сейчас идет вообще о системе в целом. То есть, если по майнингу мы основной момент смогли до вас донести, то есть легализуем в пределах вот этих островков, куда подается энергия, купленная РУПом в России, допустим. Все, на этом закончили вопрос, людям дали альтернативу, они идут и спокойно переезжают. Хотят, пусть вывезут, никто их за это не упрекнет, как ты понимаешь. То есть вот эти пункты, 4 пункта посвящены созданию этого технопарка, просто уточнили условия, что это должно быть исключительно государственно, исключительно на равных для всех жителей Абхазии условиях. Понимаете? Пошли дальше. Теперь проведение, пункты уже больше к законодательству имеющие отношение. Мы убрали вообще пункт, касающийся пересмотра закона об электроэнергетике. Не считаем, что он каким-то образом препятствует инвестициям. Не нашли мы там таких критических мощностей. Он препятствует единственной приватизации. Ну да, у нас запрещено более 5 мегаватт. По закону. Защищали крупные узловые вещи, понимаете. Мы не против, в принципе, бизнеса. Делать из себя коммунистов в капиталистической стране, это смешно было бы. Просто сохранение какой-то адекватности в этом порыве хотелось бы видеть. То есть проведение аудита РУП Черноморэнерго, согласны с этим пунктом, оставили. Давно пора адекватно понимать, что у нас, это все слова наши, что у нас все изношено. Это понятно, но детально, предметно, если проводишь аудит, в том числе юридически, это уточняет сумму вложений. То есть это совершенно объективно необходимая мера. Разработка и утверждение проекта, то следующий пункт, по установке приборов учета. Переходим к счетчикам. Нужно миллионов вы должны были выделили по бюджету. Выделили бюджету. И ничего не установили пока. Нет, почему? Какие-то вещи они крупные установили, заменили, на 30, порядка 30 миллионов. 60 или там под 70 они вынуждены были направить, на латание очередных аварий, дыр, пополнение аварийного запаса. Понятно. Но когда мы с вами договариваемся и с ваших же слов показываем на проблему, на которую выделяем деньги, хотелось бы, чтобы на нее только и были выделены деньги. Потому что это не единственный источник, из которого могли эти дыры латать, аварийные я имею в виду. То есть программу утвердить, здесь к этой программе сказали, теперь добавили, чтобы не повторить прошлогодний казус, когда спорить мы начали спустя год, на что потрачены деньги, целевое, нецелевое, начались споры. Даже в нынешнем проекте, представленном бюджета, говорится, сумма на нужды энергетики. Нет, так не получится. Давайте уточнять. Предложение совершенно объективно, оно не наш каприз, не каприз депутатов в целом или парламента. Это вещь, которая нормализует работу самого РУПа в первую очередь. Тех, кто воюет там, конечно. Как подать? Решили, чтобы с Минфином обоснованно аргументировать свою позицию, разработали, опять повторюсь 1000 раз, это проект. В виде госпрограммы. Если оперативно подойти к этому, Александр Владимирович запрос направлял, какие нужды у РУПа. РУП ответил на счетчики,
часть на аварийные дела, вот часть, ну, на оперативные, текущие расходы. Взяли это, перевели в программу. То есть это не наши данные, это РУПА данные, используя, просто привели их в виде программ. Мы предлагаем выделять в течение 5 лет по 200 миллионов рублей государственных денег республиканского бюджета с распределением 100 миллионов на программу по счетчикам, 100 миллионов на оперативные расходы. Дыр там много, там и этих денег не хватит. Но тут вся фишка в их регулярности применения. 5 лет подряд ты целенаправленно тратишь деньги на какую-то одну проблему, на вторую, на третью. Ну, рано или поздно любая проблема же решится при таком подходе. Пока латаешь дыры, ничего не закончится. Как только систематизируешь свои условия, усилия, то есть... С этим ясно, все-таки вот... Что не ясно? Переходим дальше. Тебе все не терпится, да, про перепады? Ну, у нас время, да, не так... Разработка условий привлечения капитала вложений для обеспечения энергобезопасности республики без изменения прав собственности. Вот этим пунктом назову, так мы ответили на пункт об изменении закона о электроэнергетике. Поменяли слово инвестиции, именно капиталовложений. А что правительство предлагает, чтобы поменять вот у Саши. в законе? Ну, вот здесь, вот в пункте 3.1 мероприятия по привлечению инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры Республики Абхазия в обеспечении энергобезопасности Республики Абхазия. Здесь, значит, идет разработка и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих привлечение инвестиций российских компаний. Внести изменения в закон от 11 августа 2017 года об электроэнергетике. Ну, что именно конкретно? Не говорится? Там снять ограничитель, в этот закон только вот этот пункт и важен, что тут вокруг да около. Если что вокруг около ходить, вы знаете, в основном весь вот этот вопрос по электроэнергетике идет изменение в законе, где там четко мы в свое время, когда его принимали, практически большинство депутатов парламента, практически 32 человека проголосовало за, где было четко сказано, что сети, генерация, передающиеся сети, все являются собственностью государства и народа. И приватизации не подлежат. Да. У нас приватизации могут подлежать до 5 мегаватт генерации, которые ГЭС, да, возможно. И вот вокруг этого все время у нас происходят такие споры, дискуссии по этому. Сейчас что предлагают? Снять ограничения? Ну, естественно, это ГЭС или там, допустим, сетей тоже? Нет, и сетей тоже, естественно. Я вам скажу даже, вот если говорить, допустим, когда к нам пришел этот план по гармонизации и синхронизации законодательства, первым пунктом было со стороны нашего стратегического партнера, что изменения в законе в электроэнергетике, о передающих сетях, чтобы возможность была их приватизировать. Естественно, ну, это вы помните, какое вызвало в обществе обсуждение. И потом его, значит, на межправкомиссии, по моей информации, сколько знаю, то на встрече сопредседателей эта формулировка была изменена. Там уже не так она явно. Там уже, сейчас я, может, дословно могу ошибиться, но для привлечения инвестиций в электроэнергетику в Республике Абхазии, значит, там и вот более, так скажем, мягко расписано. Но факт, опять же, крутится вокруг собственности энергосистемы все время. Ну, да. Смеемся, ну, вот всегда надо понять логику с другой стороны. Человек пытается привлечь инвестиции. Инвестор, приходя сюда, ну, государственный, но это капитал все равно, который нацелен на получение прибыли, как бы мы ни вуалировали намерения. Какие гарантии он может получить на территории Абхазии? У нас с гарантиями вообще проблема, как вы, наверное, заметили все. Ну, соответственно, на государственном уровне, если оформляется передача прав собственности, то для инвестора крупной суммы надо уточнить. Это, конечно, наверное, подходящее условие. При этом вопрос не в этом, даже схема понятна, смысл понятен, все понятно. Когда дело дойдет до получения прибыли, народу тоже станет понятно, в чем засада. Вопрос другой, почему не рассматривается, в принципе, не слышно просто, ну вот я, наверное, самый глупый или глухой, не слышал этого.
другие механизмы привлечения средств. Ну, какой механизм? Кредитный механизм. Целевой кредит почему не взять? Ну вот государство берет кредит, а государство у нас плохой... Это я на хозяин, вскидку. плохой хозяин, как правило. Ну, знаешь, как кредитные механизмы, извини, Саша, перебью, кредитные механизмы, это часть, возможно, это есть гособлигации, займы, да их миллион видов, наверное. То есть идущие по пути сохранения прав собственности. То есть, грубо говоря, своими силами попытаться, ну хорошо, не все и не сразу, хотя бы часть проблем поэтапно решить же можно. Появился майнинг, с которым боремся, который может стать подспорьем, получается. Огромной финансовой подушкой тому же РУПу, не так, что ли, получается? Еще хочу дополнить, что вот, знаете, прекрасно даже подстанции, которые вот сегодня происходят, там, реконструкция и так далее, они тоже в этой суммы были включены, были готовы документы для того, чтобы их включить в инвест-программу, которая формируется там каждые 2 года. И поэтому это тоже вопрос можно развивать с нашими стратегическими партнерами, где мы тоже можем часть внести, там, допустим, там, даже передающие сети, включить их в инвест-программу для того, чтобы там, допустим, от линии Чегвары и, да, допустим, хотя бы на первом этапе до, скажем, Ачимчири, ну, там, в этом году или там на следующий год заложить. Это же тоже предмет обсуждения, предмет переговоров. Это один момент. Потом были такие предложения, поступали тоже, сейчас это не хочу забегать вперед, тоже определенных европейских тоже там, ну, не компаний, скажу так, а миссий, да, где тоже были ряд таких предложений, которых тоже можно рассмотреть, при этом при сохранении собственности абсолютно государственной всей нашей системы. Мы еще тут о чем хотел сказать, что тарифы, когда поднимем, даже поднимаем, но делать это поэтапно, да, о чем мы говорили, поднимая тариф даже до экономически обоснованно, естественно, и РУП Черноморэнерго станет прибыльным предприятием, который может даже за счет собственных средств пополнения делать определенные работы. Плюс еще мы обсуждали, конечно, да, плюс еще мы обсуждали с министром финансов, еще это было предварительно, но сейчас уже, коль мы об этом говорим, хотим, ну, скажу наперед, как бы, что даже на какой-то срок, допустим, на 5 лет освободить РУП Черноморэнерго от оплаты НДС, какие вот физические, такие вообще, и где, да, и практически там тоже саккумулируются очень огромные суммы, которые пойдут на развитие тоже энергосистемы. И также и РУПу легко будет это делать. И это все можно просчитать. И поэтому вот почему сегодня здесь находимся, для того, чтобы мы не хотим только как бы говорить о том, что вот критиковать, мы находим пути выхода, их очень много. И для этого надо садиться и разговаривать, и решать эти вопросы. Хорошо, мы все-таки перейдем к главному, учитывая, что у нас времени в обрез не так много остается. Ну вот два последних, собственно, пункта. Привлечение капитала, вложения – это не только деньги, иногда и материалами. При реализации СИПРа, ну, такой технической программы действий. Вот проработка вопросов реконструкции перепадных ГЭС без изменения существующих прав собственности для увеличения генерирующих мощностей единого комплекса Ингур-ГЭС. Вот сейчас есть у нас 3 проекта. Да. 3 проекта. Вкратце расскажи, какие у них предложения. Я сейчас чуть в этом более осведомленный, скажу так. Значит, фактически от 3 компаний поступили предложения, значит, по поводу вот перепадных ГЭС, там 2, 3 и 4. И это в основном от одной компании. Значит, то есть они вот эти, каждая компания собирается вот эти 3 перепадные взять. Да. Естественно, сейчас скажу, что так там в силу определенных обстоятельств там в отъезде, в командировке были, и мы не смогли, как бы было предварительное обсуждение. Сейчас я не хочу забегать вперед и рассказывать то предложение, это мы отдельно тоже потом, ну, скажем. Одной компании, допустим, «Чистая энергия», которая, ну, скажем так, представляла свою, презентовала по поводу перепадных. Естественно, там еще осталось еще рассмотреть, как бы, 2 предложения других компаний. Это от Ингур-ГЭС и Сухум-ГЭС, да. Вот сейчас, прежде чем дать, допустим, оценку, ну, чистой энергии, да, которая предварительно как бы обсуждалась, мы хотим поприсутствовать на обсуждении тех проектов и презентации, то, что предлагают, допустим, остальные 2 компании. И потом уже мы тоже, естественно, дадим вам
там более обширную информацию. Чтобы предлагать? Ну, скажу так коротко сейчас, чтобы не углубляться. Они предлагают в аренду, как бы, чтобы передали это имущество. Естественно, предлагают там платежи 200 миллионов в год за аренду. Ну, что-нибудь вот выработанная энергия, она пойдет. Ну, давайте. Нет, они, ну, знаете как, давайте так, мы выслушаем по тех компаний, а потом мы более развернуто тоже дадим по всем этим предложениям. В письменном ответе предусматривается, что эта энергия только на майнинг. Только на майнинг, то есть на абхазскую энергетику эта энергия вырабатываемая не пойдет. Так мы поняли представленный документ. Хорошо, а когда только форс-мажорных обстоятельств, естественно, они готовы как бы прекратить и подавать энергию там, ну, это в таких форс-мажорных обстоятельствах. Но опять же, это предмет такой еще там более расширенный, обсуждать будем. Но сейчас не хочу просто заранее забегать вперед. Естественно, когда мы выслушаем всех три предложения от всех этих соискателей, скажу так, тогда будет о чем более предметно поговорить и посмотреть, насколько какое предложение из этих выгодно нашей стране. А когда вообще это есть какой-то срок, по которому это будет определено? Ну, вообще срок там был... Вообще-то срок, вообще мы должны были уже эти вопросы... Ну, президент говорил в октябре. В октябре, да. Вообще это первое было предложение, которое должно было в октябре произойти. Сейчас уже декабрь, но надеемся, что до того, как сроки полномочий депутатов парламента закончатся, мы хотя бы рассмотрим эти предложения. А вообще, вот комиссия, которая решает, будет во главу угла, какой эффект она ждет? Она ждет получить деньги или получить энергию? Ну, сейчас, знаете, сейчас я не могу сказать, что это прям комиссия была, это было просто предварительное обсуждение. Кто это будет рассматривать? Ну, в Министерстве экономики, естественно, с привлечением там депутаты будут и представители исполнительной власти. Параметры того, чего... Ну, сейчас я не хочу заранее говорить, определять, пока сложно сказать сейчас. Не буду забегать вперед, мы это потом... Сейчас Сашу выручу, давай скажу. Зачем нам знать то, что они будут обсуждать, если мы можем поговорить о нашем видении? Если какое ваше видение? Я предатель Родины, да, так сразу мне уже намекнули. Я за то, чтобы передать это в ведение ныне действующего Ингургеса, который без шума пыли восстановил первую перепадную ГЭС, ремонтировал не только сейчас деривационный тоннель, а саму плотину. Как-то на нашем бюджете на свете это не отразилось. Свет у нас, если мы в гневе патриотическом забываем, он поступает с Ингургеса, обслуживаемым, компанией с той стороны. Уникальная ситуация, уникальное решение. Передать им, они восстанавливают половину энергии нашей. У нас же дефицит. У нас не просто деньгами не решишь вопрос. У меня в связи с этим вопрос все-таки. Ингургес, он все послевоенные годы, он сразу же после войны, он как бы не переставая работал, и вот это джентльменское соглашение 60/40, оно сохраняется. Но почему 60/40 спрашивал? Ну, сейчас не будем... Нет, я тебе сразу предварительная оценка активов материальных. Фондов, которые находятся... Но у меня возникает, я вот как-то интересовался этим вопросом, выяснилось, что у нас, в общем-то, Ингургес не оформлен в Министерстве юстиции. Он состоит в реестре госсобственности в Комитете по госимуществу. Его он отдельно стоит почему-то от перепадных ГЭС. То есть инженера, строившие весь этот комплекс в советское времена, они дураки, вместе построили. На самом деле, это, оказывается, два раздельных комплекса. И то есть все-таки вот эта сама станция, она оформлена у нас, да? Она состоит в реестре госсобственности. Баланс. Формировался реестр собственности, он у нас делится на республиканскую и муниципальную. Естественно, это как собственность республиканская, она была включена в реестр. Но ее техническая документация, она не была доделана и подготовлена, она практически отсутствовала. Но в реестре собственности она стояла как имущество государства Республики Абхазия.
Ясно. Но вообще, это довольно-таки странный вопрос все-таки. Да, мы все джентльменское соглашение, которое нет ни одной бумажки подписанной между грузинами и абхазами, Ингургес работает. Не возникала ли идея вообще все-таки юридически как-то оформить Ингургес, чтобы правила игры были понятны? А кто сказал, что они к этому не готовы? А мы готовы? А они, главное, готовы, балансодержатели. Наверное, если бы наше правительство заявило бы о своей готовности, наверное... А финансово вы готовы? Но финансово мы должны так или иначе быть к этому готовы, да, за генерацию, если ты хозяин этого предприятия. Ты сегодня за генерацию не платишь в разоренной стране. Не платишь, но... добавили за обслуживание тоже. И за обслуживание, да, это взаимная ответственность, так или иначе. Но мы же назвались государством, мы должны, наверное, как-то за это... Тут вопрос к этому подойти надо, я с тобой не спорю, чтобы ты понимал. Естественно, все твои ресурсы должны быть у тебя как на ладони. Тут вопрос навести порядок везде, спасти сетевое хозяйство, а потом никто не сказал, что не надо этим заниматься. Конечно, надо. Хорошо. К сожалению, увы, наш эфир не безграничен, и мы будем вынуждены закругляться в силу того, что как бы мы живем в Абхазии, да, и в той студии, в которой сейчас мы импровизированно находимся, через 5 минут по графику свет выключат, и такие обстоятельства. И тем не менее, мы сегодня поговорили о том, как видят депутаты парламента выходы из энергокризиса, но мы хотели бы слышать мнение правительства о своей дорожной карте. И я приглашаю министра экономики Кристину Озган на интервью. Я несколько раз обращался к ее пресс-секретарю, однако как бы положительного ответа я не услышал, но тем не менее, я надеюсь, все-таки Кристина Константиновна, которую я очень хорошо давно знаю, придет, и мы поговорим в спокойной обстановке о путях выхода из энергокризиса. И я благодарю моих коллег, моих гостей за то, что мы сегодня так спокойно, по-деловому обсудили сложившуюся ситуацию. Спасибо, Алхаз, спасибо, Александр. До свидания. Фразу, да. В конце, да, обобщающее нечто ко всем этим бумагам. Не думаю, что мы достаточно подробно их разобрали и понятно для зрителей, может быть. Все еще впереди будут обсуждения. Хотел бы сказать, что в этой проблеме нашей общей нет политического окраса. Она касается всех. Здесь, наверное, раскол в ее решении идет по-другому, по границам капитала, так уточню. А вот политической окраски в этом совершенно не вижу. Вижу нормальным то, что люди спорят о путях выхода. Это совершенно абсолютно нормально. Найдем, уверен, самый оптимальный путь, все вместе. Здесь, если будем руководствоваться политическими пристрастиями, наверное, этот кризис никогда не кончится. Все, спасибо.